Здравствуйте, уважаемые студенты! Сегодня мы с вами ознакомимся с одним из методов физиотерапии – гидротерапии. Сегодняшняя наша тема – сестринское мероприятие в простейшей физиотерапии – гидротерапия. Цель сегодняшних занятий – научиться использовать методы и применение различных видов гидротерапии для лечения и профилактики заболеваний. Данная тема актуальна и непосредственно связана с будущей профессией медсестры, так как гидротерапия – один из важнейших методов психотерапевтического воздействия, которую применяют в качестве дополнительного метода лечения при самых разнообразных заболеваниях, чтобы ускорить выздоровление и предотвратить возможные осложнения. План сегодняшних занятий – понятие о гидротерапии, показания и противопоказания гидротерапии, обливание, обтирание, укутывание, виды применения ванн и душ. Гидротерапия означает лечение водой, то есть использование воды в лечебных целях. Это распространенный метод лечения и профилактики различных заболеваний посредством наружного применения воды, в результате которой улучшается крово- и лимфообращение тканей, усиливается их трофика. Гидротерапия имеет широкую область применения, особенно полезна для закаливания. При заболеваниях опорно-двигательного аппарата, простудных заболеваниях, при расстройстве пищеварения, хронических заболеваниях легких, бронхиты, астма, мигрени, спортивные травмы, при проблемах с кровообращением, разного рода неврозы, при стрессе и общей усталости, при бессоннице, кожных заболеваниях, повышенной отечности, заболеваниях тазовых органов, при геморрое, а также при профилактике ряда заболеваний, при мышечных судорогах. Существует ряд противопоказаний для гидротерапии. Это воспалительные заболевания, особенно в стадии обострения, при гипертоническом болезни в третьей стадии, нарушение функционирования сердца, перенесенный инфаркт или инсульт, тяжелая стенокардия, недостаточное кровообращение выше первой стадии, хронический тромбофлебит, а также такие заболевания позже, как рожистое воспаление, трофические язвы и так далее. А теперь остановимся на видах гидротерапии: обливание, обтирание, укутывание, гидромассаж, баня, сауна, ванны, душ. Обливание – тонизирующая процедура, при котором обливают водой тело пациента. Различают общие, частичные. Общие. Обливание проводится на общее тело пациента, частичное – на определенную часть тела, на руки или ноги. Применяется при функциональных расстройствах сердечно-сосудистой системы и нервной системы, а также для закаливания организма. Температура воды в первый день должна быть 34 градуса Цельсия, далее ее надо постепенно понижать до 20 градусов Цельсия. Курс лечения 20-30%. После обливания больного нужно энергично расселить, согреть ванной простыней. Обтирание. При этом методе, намочив простыню в воде назначенной температуры и хорошо ее отжав, быстро обертывает простыней пациента. Энергично растирает тело спереди и сзади в течение 1-2 минуты. После этого быстро вытирает тело сухой простыней, затем больного укрывает. Температура воды должна быть 32-30 градусов Цельсия. Постепенно понижая ее до 20-18 градусов Цельсия. Укутывание. Общее влажное укутывание, при этом кушетку покрывает 2 шерстяными одеялами, затем грубой простыней, смоченной в воде температурой 25-30 градусов Цельсия, и хорошо выжать. Одеяло и простыню нужно расправить, чтобы не было складок. Обнаженный больной ложится на мокрую простыню спиной. Простыня должна
должна быть своим верхним краем на уровне ушей. Применяется эта процедура при бронхитах, пневмонии, грыжах позвоночника, для похудения, а также мочекаменной болезни. Следующий вид гидротерапии – ванны. Ванны бывают по локализации общие, местные. По составу различают пресные, минеральные, газовые, ароматические и лекарственные. А по температуре бывают холодные, ниже 20 градусов Цельсия, прохладные 20-33 градуса Цельсия, теплые 38-39 градусов Цельсия, горячие 40 градусов Цельсия и выше, а также индифферентные 34-37 градусов Цельсия. По типу механического воздействия бывает полуванны с растиранием, массирование струи воды, вихревые, гидромассажные, жемчужные, а также полуванны трехчетвертные пенисные. Общие ванны. Терапевтический эффект заключается в дозированном воздействии на организм воды, нагретой до определенной температуры. При общих ваннах пациент находится в ванне в полулежачем положении. При этом над поверхностью воды остается лишь голова, шея, плечи и верхняя часть груди. Курс теплых ванн 15-20 ежедневных процедур, длящихся от 8 до 15 минут каждый. Местные ванны. Бывают ручные и ножные ванны, сидячие ванны, полуванны, восходящие ванны для спины, для предплечья и для других частей тела. Температура воды при применении местных ванн должна достигать 32-36 градусов Цельсия. И далее постепенно нужно подливать воду так, что ее температура должна повышаться на 1 градус Цельсия через каждые 2 минуты. Курс местных ванн 10-15 процедур, 8-10 минут ежедневно. По температуре различают холодные ванны, которые обладают общетонизирующим действием, стимулируют функции нервной системы, повышают обмен веществ. Прохладные ванны – это с температурой 28-33 градуса Цельсия и продолжительностью 5-10 минут. Тоже оказывают плодотворное влияние на нервную систему. Индифферентные ванны 34-37 градусов. Действуют расслабляющие, успокаивает боль, снимает раздражение кожи и нервное напряжение, улучшает сон. Это хорошее средство для борьбы со стрессом. Индифферентные ванны можно принимать 15-20 минут ежедневно, лучше вечером, когда есть возможность полностью расслабиться. Теплые ванны оказывают успокаивающее действие, способствует нормализации сосудистого тонуса, улучшает сон. Курс теплых ванн включает в себя 15-20 ежедневных процедур, длящихся от 8 до 15 минут. Каждая процедура повышает обмен веществ, усиливает потоотделение. Горячая ванна около 40 градусов. Ванна быстро прогревает организм, ослабляет мышцы. Обычно ее принимают при простуде заболеваний верхних дыхательных путей, если температура тела не превышает 37 градусов. Сначала в течение 2-5 минут принимается теплая ванна, затем, добавляя горячую воду, доводят ее температуру до 40 градусов. В общей сложности длительность 10 минут. Ванны еще бывают по составу пресные, ароматические, минеральные, газовые и лекарственные. Пресные ванны. При таких ваннах воздействующей средой является пресная вода. Применяют общие и местные пресные ванны различных температур.
Минеральные ванны. Минеральные ванны действуют своей температурой, химическими газовым составом. Оптимальной можно считать продолжительность процедуры от 6 до 20 минут, но не более. В минеральной ванне безразличные организмы, поэтому их следует принимать только тогда, когда они имеют противопоказы. Газовые ванны. Это ванны из воды, перенасыщенной газом. Процедуру проводят при температуре воды 34-36 градусов Цельсия. Продолжительность 10-15 минут ежедневно или через день. Ароматические ванны. Это воздействие на тело больного эфирным маслом, растворенным в пресной воде. Они обладают обезболивающим, тонизирующим, антисклеротическим, противозудным и метаболическим лечебным действием. Эти ванны легко можно проводить даже в домашних условиях. Лекарственные ванны. Это ванны, в которые добавляют настои или растворы лекарственных растений. Такой метод лечения известен издревле и применяется в современной медицине благодаря целебным свойствам лекарственных трав. По типу механического воздействия бывают вихревые ванны. Это процедура, во время которой на тело человека и его конечности происходит гидромассажное вихревое воздействие. Оно широко применяется в санаторных лечениях. При этом происходит расслабление тела, восстанавливается кровоток, нормализируется обмен процесса, повышается тонус мышц. Полуванну с растиранием. Больной садится в ванну, заполненной до половины водой. Медсестра, проводящая процедуру, с одной рукой поливает воду поочередно спину, живот, грудь, а другой рукой растирает до отчетливого растения кожи. Процедура длится 10 минут, 15-20 процедур ежедневно. Массирование струей воды. Этот вид гидротерапии разгоняет кровеносную систему, улучшает возврат крови к сердцу. Эффект может быть как расслабляющим, так и тонизирующим. Это зависит от температуры и давления каждой кнопки. Гидромассаж. Это массаж под воздействием водного потока на организм человека с помощью подаваемой под давлением струй воды. Тоже имеет расслабляющий, тонизирующий, успокаивающий эффект, улучшает кровообращение обменные процессы. Жемчужные ванны. Одна из простых и приятных процедур, которая применяется в косметологии для улучшения тела, а для общей практики для снижения нервозности и лечения бессонницы. Полуванны трехчетвертные действия. С добавлением пенообразователей или мыльной примеси, порошок с примесью сапониной. Приятное тепло, нежное мягкое действие пены на кожу оказывает действие седативное, нормализирует терморегуляцию, усиливает обменные процессы, повышается потоотделение. Следующий вид гидротерапии – лечебные души, при которых на тело человека воздействует струей или многими струями воды различной формы, температуры и давления. Бывает с низким давлением воды, средним давлением воды и с высоким давлением воды. Различает по форме и воздействию струй следующие виды душ: игольчатый, веерный, циркулярный, душ шарка, подводный душ-массаж, шотландский и восходящий. Игольчатый душ. Это лечебная процедура с использованием игольчатой струи воды. Вода падает на тело с высоты около 2 метра.
через отверстие специальной сетки, воздействие попадая под давлением 1-1,5 атмосферы. На тело вода создает уколы иглой. Это иголчатый душ применяется при лечении функциональных расстройств нервной системы, нарушения обмена веществ. Веерный душ. Тело пациента обрабатывается водой с расстояния 3-4 метра под давлением 1,5 до 3 атмосферы. Лечебный курс состоит обычно из 15-20 процедур. Веерный душ показан детям школьного возраста при экзогенном ожирении, вегетососудистой дистонии с преобладанием артериальной гипотонии. Душ вызывает тонизирующий эффект, усиливает обменные процессы. Циркулярный душ. Тонкие горизонтальные струи воды попадают на тело под давлением 1-1,5 атмосферы. Оказывает тонизирующее и общевыпрямляющее действие. Применяется при функциональных расстройствах нервной системы, экзогенном ожирении и вегетососудистой дистонии. Душ Шарко – это массаж, который проводится с помощью контрастной струи воды, подающейся под сильным давлением. Пациента ставят на расстоянии 3-3,5 метра от кафедры и начинают обдавать его с ног до головы в верхней степени. Продолжительность процедуры от 2 до 5 минут. Курс лечения 15-25%. Душ Шарко за счет контрастной температуры и давления воздействует на кровеносную и лимфатическую систему. Ускоряет обменные процессы, улучшает питание кожи, повышает эластичность и упругость. Шотландский контрастный душ. Разновидность душа Шарко. Его контрастный эквивалент. Используется 2 шланга с водой. Один с горячей от 37 до 45 градусов, другой с холодной от 10 до 20 градусов. Рекомендуется использовать горячую воду в течение 30-40 секунд, холодную в течение 15-20 секунд. Восходящий душ. Применяется такая же сетка, как и при обычном душе. Ее отверстия обращены вверх. Струи воды обрабатывают под давлением 0,5-1,5 атмосферы. Область таза и промежность через вырез в специальной стуле, на котором сидит пациент. Восходящий, прохладный и холодный душ повышает тонус мускулатуры промежности. Теплый душ улучшает кровоснабжение тазовой области и ускоряет рассасывание воспалительных процессов. Подводный душ-массаж. Проводят в ванне емкостью 400-600 литров, наполненной водой температурой 35-37 градусов Цельсия. Массаж начинает через 5 минут после погружения в воду. Для усиления эффекта процедуру можно массировать струей более холодной 25-28 градусов Цельсия и более горячей 38-39 градусов воды или чередовать. Средняя продолжительность процедуры 10-20 минут. Максимально до 45 минут через день. Давление воды от 1 до 3-4 атмосферы. Эта процедура улучшает крово- и лимфоток, активизирует процессы обмена веществ, повышает общий иммунитет и тонизирует. Следующий вид гидротерапии – баня, сауна. Баня – лечебно-гигиеническая процедура, основанная на использовании горячего воздуха в сочетании с различными водолечебными воздействиями. Возможные осложнения гидротерапии. В основе действующих гидропроцедур лежит рефлекторно-сегментарный механизм, сущность которого сводится к тому, что сосуды кожи, подвергнутые термическому раздражению, реагируют так же, как сосуды органов и тканей. Более того,
Неумелое использование процедуры или неправильное назначение врача может повредить организм. На этом я заканчиваю свою лекцию. Я думаю, вы освоили методику и применение различных видов гидротерапии. Если есть непонятные вопросы по сегодняшней теме, то вы можете отправлять вопросы по WhatsApp мне. А для укрепления и проверки знаний по сегодняшней теме вы зайдете на сайт Multiurok и ответите на тестовые вопросы по этой ссылке. Надеюсь, ваши результаты будут хорошими. Спасибо за внимание. До новых встреч.